Много тысяч лет назад, глядя на ночное небо, человек мечтал о полете к звездам. Шли века, человек приобретал все большую власть над природой, но мечта о полете к звездам оставалась все такой же несбыточной, как тысячи лет назад. Сегодня нам кажется привычным, что с Земли стартуют космические корабли. В высоких небесных далях происходят стыковки космических аппаратов. Но ведь совсем недавно о космических полетах говорили как о фантастике. И вот 56 лет назад началась новая эра освоения космоса. 12 апреля 1961 года впервые в мире на космическом корабле «Восток» совершил полет первый космонавт планеты. Им был наш гражданин Юрий Алексеевич Гагарин. Ах, этот день 12 апреля, как он пронесся по людским сердцам, казалось, мир невольно стал добрее, своей победой потрясенный сам. Какой гремел он музыкой вселенской, тот праздник пестром пламени знамен, когда безвестный сын земли Смоленской землей планетой был усыновлен. Юрий Алексеевич Гагарин, человек, которого полюбил весь мир, для россиян 12 апреля 1961 года имеет особенное значение. Тогда, 56 лет назад, знаменитая Гагаринская «Поехали» воспринималась как полет в новую жизнь. Значительная часть жителей нашей страны родилась после полета Гагарина, но это не значит, что это событие осталось где-то далеко. Это был мощнейший триумф нашей страны. Гагаринская лента – символ памяти о советском гражданине, который стал первым человеком, открывшим человечеству дорогу к звездам. Мы поддерживаем акцию «Роскосмос» под названием «Поднимем голову». Мы призываем не забывать о значимых исторических событиях нашей страны и чтить героев, которые с трудом покоряли вершины. Люди всех стран и континентов, я испытал большое счастье быть первым в космосе, вступить один на один в небывалый поединок с природой. Можно ли мечтать о большем?